О, все, доброе утро. Выехал я из городка Хилли, где я ночевал возле дома на лужайке. Вот вчера познакомился с Тейлор, классная девчонка. Она меня вчера остановила прямо на трассе. Короче, давай спрашивать, что откуда. Она просто сама хочет на велосипеде начать путешествовать. Вот ей было интересно со мной познакомиться. Вот, покатались вчера, она мне такие виды показала возле озера. Красота вообще, классная девчонка. Она сама с Вирджинии, но летом работает здесь, вот в Деннеле национальном парке. Она работает водителем. Вот трансфер между аэропортом и гостиницами делает. В общем, интересная работа. Говорит, 19 в час платят. Прикольно. Здесь леса горели. В прошлом году, что ли, прям свеженькие. Что в прошлом году везде леса горели, задымления по всей Америке были. Оттуда недалеко, от городка Хилли, примерно 30 миль на запад, находится место того самого Magic Bus, магического автобуса из фильма Into the Wild. В диких условиях, по-русски он называется. Вот. Раньше там этот автобус стоял, но буквально 5 лет назад его перенесли в Fairbanks, в музей. Потому что, как говорят, было много паломников туда на этот автобус, а эти места довольно дикие, и что-то там даже люди погибали, чтобы добраться туда, потому что там реку надо было вброд переходить. Короче, его туда перенесли. Вот. Расскажу немножко про фильм. Это фильм Шона Пена «В диких условиях», Into the Wild, 2000, по-моему, 2007 или 2006 года. По-моему, 2007 года выпуска. Вот, основанный на реальных событиях про парня Кристофера МакКендлиса, вот, который, собственно, трагически закончил жизнь в этом автобусе. Как бы спойлерить не хочу, рассказывать. Ну, трагически, да, закончилась его жизнь, оборвалась вот совсем недалеко отсюда. Вот. Его я посмотрел в 2009 году, этот фильм. Мне было 17 лет. И сказать, что этот фильм меня впечатлил, это ничего не сказать. Этот фильм, я бы даже сказал, указал мне дорогу. Указал мне путь, куда двигаться в моей жизни дальше. И что говорить-то? После этого фильма я и начал путешествовать, собственно. Я помню, когда увидел его первый раз, этот фильм у меня на жестком диске где-то полгода лежал. Увидел его первый раз и просто рыдал, наверное, полчаса. Я не знаю, очень много времени, потому что он затронул такие мои струны души в те года. Вот мне было 17 лет. Это было 17 лет назад, представляете? То есть прошло столько же времени, сколько мне было тогда. Обалдеть. Вот. Мне было 17 лет, я тогда уже успел бросить университет, я поступил в Казанский государственный, там на метеоролога, короче. В общем, потом его бросил сразу. В общем, я был потерянный, как и многие люди, наверное, после школы. Они не знают вообще, что делать, куда идти, вообще, как по жизни двигаться. Самый главный вопрос, вообще, в чем смысл жизни. Естественно, в те года никто этого не знает и никто не научит. Взрослые сами ничего не знают, тем более после школы. В школе там ничему не учат, там учат всему тому, что не нужно, блин.
Но это ладно, отдельная история для рассказывания. И вот я сидел, много всяких разных фильмов смотрел, я искал себя. И, можно так сказать, нашел себя в этом фильме. Я понял, что я хочу путешествовать. До этого я об этом даже не задумывался. Но увидев этот фильм, я начал готовиться к своему первому автостопу, который я успешно совершил. Буквально через полгода, дождавшись весны, и мне исполнилось 18 лет, когда уже я отправился своим первым автостопом в Киев. В город Киев, в Украину. Вот, всегда как-то туда хотел, не знаю почему, как-то вот так сложилось, всегда любил Украину и люблю, и поехал в Киев. Вот, и этот фильм, в общем, ну, и после того я начал путешествовать уже автостопом, потом на велосипед и так далее, и так далее. И благодаря этому фильму, конечно, то, что он мне указал путь, указал дорогу, поэтому не могу быть равнодушен к этому фильму. То есть это, я думаю, очень много миллионов людей по всему миру этот фильм вдохновил. Сама история как бы ничего такого примечательного. Парень Кристофер МакКендлис после университета тоже искал себя, начал путешествовать. Вот. Просто немножко трагически закончил. Но в любом случае его смерть была не напрасной, потому что, опять же, он вдохновил. После этого написали книжку. Джона Кракауэр описал все это, всю его жизнь, последние там 2 года, где он путешествовал. По этой книжке уже и снял фильм свой Шон Пенн. Фильм шикарный, конечно. Операторская работа, музыка, сценарий, актеры. Шедевральный фильм. То есть это, я бы назвал его культовое кино. Просто фильмом можно было бы все испортить, как бы сделать такое посредственное кино, но Шон Пенн не прокачал, как бы не, и сделал очень хороший фильм, действительно. И вот эти события Magic Bus, это совсем отсюда недалеко, буквально вот 30 миль. Как бы знаковые места для меня. И когда я мог подумать, что окажусь сам здесь, на Аляске, вообще даже представить не мог. Поел. Блин, комары задрали вообще. Сейчас потеплело. Я с гор спустился еще тут. Возле леса прям даже невозможно быть. Не представляю, что внутри леса. Дорога такая началась здесь вообще. Ленобласть. Военную технику продают. Доехал до городочка Нинана. Называется Нинана. Вот сейчас здесь что-нибудь может в магазине прикупить, если он есть вообще. Заехал на заправку, короче, мороженое взял. Что-то мороженого захотелось. Сладенького. Взял еще семечки и чипсики. Чисто похрустеть. Так, погрызть что-нибудь. Комары уже закусали там мороженое, пока ел возле заправки. Вот здесь лютуют комары. Не то, что там за горами были. У меня ощущение, что я сейчас спустился с Алтайских гор и еду где-то вот в Новосибирской области, в болотах. Комаров тьма тоже. Наконец вроде нашел место, заехал в лес, тут спокойное место какое-то. Комаров трындец. Комаров туча. Сразу вспоминаю Новосибирскую область, когда мы там с Настей ехали. Это была жесть, конечно. Я такого ужаса, как там, я никогда не видел. Я не помню, за сколько я там палатку расставлял, но очень быстро.
никакое чувство безопасности не сравнится с тем, как, сидя в палатке, глядеть на полчища комаров летающих и ничего не могущих сделать. Прям так уютненько, ничего больше не надо. Все, доброе утро. Проснулся. Время 12. 12 дня уже, капздец. 12 часов провалялся. Вылезать вообще неохота. На улице комары меня ждут. Пора в бой ехать. Вылезать из палатки и биться. Вот проснулся с утра, смотрю, мне донат прилетел от Игоря Селинского. 2000 рублей на бусте. Спасибо тебе огромное, Игорь. Удачи тебе по жизни. Спасибо. Вы уж извините, я всегда буду что-то с чем-то сравнивать, потому что когда ты много где был, у тебя всегда какие-нибудь флешбеки проносятся. Вот это подъемчик прям как в Нижегородской области где-то. Переодеваю свои ватершузы, а то жарко уже стало. Снимаю трекинговые. Кстати, по поводу контактов, я их оставил, контактную обувь. По факту я езжу в трекинговые и вообще, ну, неудобно. Вот эти ботинки, они сами по себе беспонтовые, я тоже самые дешевые с Амазона их взял. И как-то я не увидел разницу при педалировании с контактами и с топталками. На данный момент, не знаю, вообще как-то. И езжу просто на обычной обуви. А те боты я там оставил на стоянке. Так что вот так вот. Я всего 300 миль от Анкориджа до Фэрбэнкса еду. И она такая разная, Аляска, вот серьезно. Столько природных зон можно увидеть. И вот даже вот только вот этот маршрут стоит проехать, потому что он вполне комфортный. Вот видите, вот какая вот техническая зона, обочина. То есть для велосипеда места здесь хватает. Это просто, ну, рай. После, например, России там или других стран. Тут рай передвигаться. Места очень много. И большой диапазон, говорю, природных зон. Поэтому, кто собирается на Аляску, даже хотя бы от Анкориджа до Фэрбэнкса проехать, это уже очень круто. Потому что от Фэрбэнкса тоже можно улететь хоть куда практически. Вот, в Анкоридж прилететь или наоборот прилететь в Фэрбэнкс и ехать до Анкориджа. Это классный маршрут. Вот мне осталось совсем чуть-чуть, совсем 30 миль, наверное. Ого, там перевертыш лежит. Хороший пикапчик был. Здесь ремонты дорог идут. Hello. All right. Come up to there. Yeah. Okay. Thank you so much. Have a good day. Что-то там случилось, говорят, поехали вместе. Что-то какая-то фигня там. Тормознули меня, говорит, ты, говорит, не езжай пока, говорит. What's happened? I can go? No, you can't go. Why? Because you can't drive through here. They have to put you in the back of a pilot car. But that pilot car doesn't have the space, the trunk. So you need to wait for the next pilot car. They have a trunk bed. Короче, мне сюда надо грузануться сейчас. I got it. Thank you. Okay. I will sit here.
you just come right up Yeah? front. Oh, okay. I hope you have a lovely rest of your day, Jen. Oh, hello, hello. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Собрал велик. Вот ведь сервис. Наверное, миль 5 меня подвезли вот так вот, пока все вот эти дорожные работы там обойти. Но там масштабно очень. Понимаю, почему не пускали. Деннели виднеется. Дорога шикарная. Тополиный пух летает. Жара, июнь. 11 июня точнее. Ни речек, ни ручьев, воды уже надо набрать. Вот до Фэрбэнкса, походу, вообще ничего не будет. Пообедать надо. Надо было воды там в речке набрать внизу, побрезговал. Хотя она чистая, там лесная, поселения нет, просто она такая коричневого цвета. Ну, лесного, так как лесного озера. Фу, сейчас по горочкам скачу до Фэрбэнкса чуть-чуть. Там будет спуск перед Фэрбэнксом. Фу, пить хочу. Хоть ветер попутный чуть-чуть идет. Уже хорошо. Давайте по карте вам покажу, вдруг кто-то не представляет. Вот я прилетел в Анкоридж и поехал вот сюда, и вот доехал до Фэрбэнкса практически. И мне практически столько же, даже больше теперь надо доехать вот до Протхо-Бэй. Здесь показана вот дорога. Сову сейчас проеду. Хотя я сейчас легкий. У меня ни воды, ни еды, ничего нету. Заехал в Фэрбэнкс. Это самый крупный северный населенный пункт США. Если не Северной Америки, надо уточнить. Цивилизация. В магазин надо заехать. Прикиньте, я сегодня весь день без воды. Вообще чуть-чуть с утра было и все. Сижу тут сверху, покушаю, пончиков взял, воду взял, изотоника туда налил. И сейчас закупиться очень важно, потому что после Фэрбэнкса 500 миль там ничего не будет, магазинов вообще не будет. И вот это очень ответственный момент, ничего не забыть надо. Я сейчас приехал на сходку в броварню одну. Чериса, девушка, которая с Вормшауса, которой я еду, она здесь сейчас тусовать будет. И вот она говорит: поехали, езжай пиво пить. Hello. Hi, Carissa. Nikita. Nikita, nice to meet you. Nice to meet you.
Welcome. Thank you so much. This is your steed. Yeah, How yeah. far have you come so far? Where did you start? From Anchorage. From Anchorage. Okay. Yes. Gotcha. Well, come on. Yeah, thank you so much. That's good beer here? Yeah. I like a hazy IPA, and they don't have that in tap, but people really like that. Все, приехал, пивка взял, вкус называется, очень вкусно. Вот Чариса, к кому я приехал. Чариса, what's your name? Gerald. Gerald, вот and Gerald. Встречает, Fairbanks встречает нас. No, even out of here. Wow, look, I got Now I owe you another stamp. Это гусь с солью, лимоном. Вообще самое вкусное пиво, которое я пил. Самое, что надо сейчас мне после для гидрации организма. I don't know. If I knew, then there wouldn't be so many mosquitoes in my house because I would have stopped them. Yeah. I came home last night, went upstairs. She slept fine upstairs. But I would love that idea, and like I actually think you make pages? Oh, that's so fun. 10 minutes each. You want to hang out for 10 minutes? 10 minutes? Yeah, sure. I'm gonna get a beer. Do you want like a soda? No, nothing. I'm Water? done. Yeah, thank you. Okay. Just take for yourself. Thank you. This Russian is easy. Easy. I think it's easy. Hold up. It's like me I saying don't think it's easy. You were married to Russian Фух, я 2 стаканчика пивка пропустил, я прям такой сидел там, на уши мне присели, короче, ребята веселые, аляскинцы, блин, мне очень нравится. Сейчас ехать мне до места моей дислокации в Фэрбэнксе. Прикольное место, там такое хипстерское, крафтовое пиво, все дела. Весь Бамонт такой собирается. Фэрбэнкский. Сейчас прям в ногах тяжесть после пива. А пиво четко. Я такой вкусное пиво никогда не пил. Бля! Блин, я так кайфую сейчас от всего. Запахи. Такой дождик сейчас накрапывает. С солнцем. Такое все какое-то родное. Такое, не знаю, не передать словами. Чувствую себя как дома. Душа в спокойствии. Куда меня этот навигатор ведет? Какими дорогами интересными? Здесь бы я палатку бы и поставил, если бы я не был остановиться здесь. Много велодорожек здесь тоже, как в Анкоридже. Вообще круто. Блин, мне этот городок нравится, Фэрбэнкс, своим местоположением, и люди прикольные здесь. Я бы здесь застрял бы. Природа классная. Городок в лесах, такой в тайге. Но я балдею от запаха мокрого асфальта. Во Флориде я такого не чувствую, когда вот очень жарко, очень высокая температура, вообще ничего не чувствуешь. Никаких запахов, вот, ну нету, не бывает. А когда прохладно, холодно, вот одеваешь курточку вечером, потому что холодно, это такой кайф, и все запахи чувствуешь. Не знаю, мне прям расплакаться охота, честно. О, Чариси живет прям на горочке.
на выезде из Фэрбэнкса, куда мне надо. Последний рывок. Фу. Фу. Добрался. Офигеть, тут какое классное место. Фу. Да. Сидишь так возле окна, на закат смотришь, думаешь, время там 9 вечера, а нет, уже 12. Непривычно вообще, спать неохота, самое главное тут. Тут вообще люди мало спят летом, потому что светло круглый день, я понимаю, потому что потом зимой будет темно все время. Надо наслаждаться светом. Джеральдо из Испании приехал. Сегодня тоже прилетел. From Madrid to Fairbanks. Красавчик. Сейчас отдыхать, спать. On the fancy guest stool. Lisa, milk, sugar. Yes, I have. It's coconut. Ну что, 400 миль пройдено от Анкориджа до Фэрбэнкс. 400 миль эти были офигенно красивые. Горы Денали. Такие довольно дикие места были. Но дальше будут еще дичее. Впереди меня ждет дорога до Прудхо-Бэй. Это 500 миль без инфраструктуры. Там не будет ни магазинов, ни сотовой связи. Ничего не будет. То есть у меня такого в моей велопутешественнической карьере, так скажем, не было еще такого, чтобы настолько дикие места, чтобы связи не было. 500 миль это, давайте посчитаем, я езжу примерно 50 миль в день, я больше не напрягаюсь, не хочу. И это как минимум 10 дней езды. В одну сторону только, потому что туда дорога, это тупиковая дорога. И то эту дорогу построили, по-моему, в 60-х годах, когда там начали осваивать нефтяные месторождения. Вот, и, собственно, там начали строить нефтепровод вот с тех мест на юг. И там качают нефть оттуда, короче. То есть это техническая дорога, по сути. А так там никто не живет. То есть сейчас там просто поселок рабочий. Вот, а до этого там нефиг было делать. Поэтому дорогу построили. Естественно, там по большей части асфальта нет. Там будет грунтовка. То есть тяжелые дорожные условия. Вот. И вот 500 миль. И это надо туда и обратно поехать. Поэтому сейчас я очень тщательно готовлюсь, ответственно к этому, потому что, нужно запастись провизией как минимум там на 2 недели. Ну, вот я вчера вот взял в магазине всякие вот сублиматы, вот для разнообразия, вот пюрешки, тут макароны вот такие взял. Вот там всякую всячину такую. Вот взял тунца,
тоже. Как раз вот на одну порцию удобные пакетики эти. Тунца. Да, тунец. Вот. Мне понравились вот это... Понравилась красная чечевица. Вот ее тоже взял килограмм примерно. Вот эти... Овсянку. Овсянку я еще с Анкориджа везу. Я ее, честно, мало ем. Но на запас всегда должна быть. Риса взял. Вот, я бы хотел бы еще гречки найти в Fairbanks, но я не знаю, что-то я не нашел там магазина европейского. Вот, красное киноа, тоже как добавка идет. Вот, и еще мне нужно купить, сегодня я пойду в Walmart, джерки. Ну, это сушеное мясо куплю, килограмма 1,5 килограмм. Вот, и, наверное, в принципе, все. По идее, ну, на 2 недели мне этого должно всего хватить. Вот, ну я еще планирую, как бы я за собой удочку взял, планирую рыбачить, как-то добывать рыбу для пропитания. Посмотрим, как у меня это получится. Вот, и будет ли на это вообще время, силы и желание. Вот, но в плане провизии мне надо готовиться, да. Так, по велосипеду вроде нареканий никаких нету, едет. Вот, но у меня такое ощущение, что вот уже за 400 миль, которые я проехал, уже немножко подрастянулась цепь, потому что иногда она щелкает, короче. Вот последние дни такое было, как будто уже в паз не попадает цепь. Прям чувствуется, что немножко подрастянута. Ее бы поменять по-хорошему бы уже. Ну, блин, 500 миль это еще не так много. Ладно, посмотрим, конечно. Можно рискнуть так поехать. Вот цепь бы запасную взять может. Да, и по своим физическим ощущениям, как я ощущаю тело, вот первые 400 миль прошли вообще нормально. Я не ожидал, честно. Я думал, будет очень тяжело, потому что я был не вкатанный, не в форме. А тут по горам, по горочкам лазить на нагруженном велосипеде, как бы это непросто. Но, на удивление, вообще легко все прошло. И я думаю, это во многом благодаря тому, что я пью изотоники. То есть я купил порошочки специальные, добавляю в воду, в бутылку, растворяю. Вон там сейчас она. И на самом деле я прям чувствую, как мне легче восстанавливаться. То есть я не вымотанный, не замотанный такой каждый день. Но я, конечно, езжу немного, как бы 50 миль, это 80 километров. Как бы я больше и не хочу, чтобы как бы не перенапрягаться, чтобы не переуставать, не переутомляться. Вот. Но изотоники это реально работают. Я прям чувствую, у меня нету такого, что жажды, постоянно пить охота, когда обычную воду пьешь, постоянно пьешь и не можешь напиться. А изотоник, он как такой восполняет все минеральные вещества в организме. То есть очень классная тема. Берешь просто вот эти таблеточки, которые есть. Вон они у меня сейчас, я взял тоже вот такие вот таблеточки. Вот 10 в такой упаковке, 10 штук. Вот одну кидаешь вот на 1,5, вполне нормально. Пьешь. И реально помогает. Почему я раньше так не делал? Ну, раньше, понятно, как бы денег просто на это не было. Как бы я бы сказал, нафиг это надо. Потому что в пересчете на деньги это примерно одна таблеточка, это где-то $1 стоит. Как бы сейчас, понятно, я могу себе позволить, а вот раньше я как бы на это просто денег бы не тратил. Чё, типа, здоровье есть, какие нафиг изотоники. А сейчас понимаю, что это реально помощник как бы в путешествии, чтобы не переутомляться, чувствовать себя хорошо. Это классно. Я, по сути, вот сколько, 10 дней ехал, чуть меньше, я ни разу не отдыхал, ни одного дня не было. Хотя думал, мне надо будет один день отдохнуть, но... Да, было я там по 30 миль проезжал дни, но все равно я ехал. Вот у меня сегодня единственный, по сути, день, когда я отдыхаю. И то я как бы, я чувствую, что я готов ехать. Нету такого, что устал. Просто нужно подготовиться нормально к автономному плаванию, так скажем. Потому что не будет, говорю, связи минимум 10 дней. То есть я посмотрел покрытие сети, вот Fairbanks, и потом в Prudhoe Bay там будет. То есть я до туда доеду, и там будет связь. Вот. И потом еще обратно надо будет ехать, поэтому надо готовиться. Теремок такой классный. Дом вообще суперский. Прям мечта. Березки тут вокруг.
шапка. Вот это то, что я оставлю здесь в Фэрбэнксе у Чариси. Вот, и шлем тоже оставлю. Ну, блин, нормально, там килограмма 3, наверное, одежды. То это то, что мне не нужно будет вот сейчас на этом пути в Протхо-Бэй. Там всякие рубашки, футболки. Мне это вообще не нужно сейчас. И шлем тоже оставлю. У меня от него, честно, голова болит. Вот. Смотрел, нашел вроде место, где гречку можно купить. Гречку я должен взять. Вот, собственно, и центр города такой. Прям как будто центр какого-то российского городка. О, красавчик. Чё вытворяет? Вон там местные тусуются. Колдыри. А вот памятник тоже местным коренным ребятушкам. Часики тут. Все цветет и пахнет. Смотрите, как красота. Ну, вроде нашел, здесь магаз должен быть. Ух ты, нифига, тут медведь. Нифига себе, тут сейл за $3. Гречневая крупка. Что это такое вообще? Блин, за такую цену можно взять. А где сама гречка? Нормальная. А вот гречка. Расфасованная. Сколько? 4,99 что ли? Кстати, акондовских конфет что-то я здесь не вижу вообще. Коровка. Тут ротфронтовская, вот аконда нет. Я думал, увижу. Что-нибудь возьму. Чаи здесь мне вот хочется какой-нибудь травяной чай взять с собой. Смотри, что тут есть. О, чабрец. Чисто парк такой. Российский. Капзец. Наверное, я уже задолбался сравнивать с российский и российский. Ну просто, блин, я не знаю, мне флешбэчит очень сильно. Люди здесь, они... Я бы не сказал бы, что они злые, они немножко суровые. Как и все люди, наверное, на северах. Немножко такие грубоватые, суровые. Но это не значит, что плохие и злые, нет. Просто вот отличаются от южан немножко. Везде это так. Здесь надо велик припарковать как-нибудь. Блин, у меня жгучее желание купить вот эту шапку Аляска. Помните, у меня была мегафоновская зеленая шапка в Восточном Кочеве? Вот я люблю с тех пор вот такие шапки. Они классные, уши закрывают, не продувается ничего. Блин, крутая. $12, блин, я не знаю, она пригодится мне впереди или нет. Но если я на Аляске останусь, то пригодится. Блин, наверное, час в магазине тусовался в Walmart и устал, капец. One second. Show me again. Oh. Valladolid. Valladolid. Oh, nice. Antonia. Oh. You're buzzing. This is good. Yeah, just perfect. Perfect bike.
First warning, second warning. Сигнализация. It's very good, Прикольно. Yeah, especially for bike touring. If you are sleeping in your tent or something like that, it's very good. Super good. And it's very cheap. It's like it's Canadian brown Kona. Кона. Kona, yeah. Да, хороший велик. I bought in Vancouver. Хороший велосипед. This is my city, Spain, and my football team. Маратон. This is the best tire for bike touring, and this ring is for electric bike for heavy stuff. For putting heavy stuff in your bike. Nice. Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. Yeah, goodbye. На здоровье. Товарищ. Товарищ. Блин, не могу я свою любимую водолазку выкинуть. Уже 13 лет. Подшиваю он. Икру баклажану решил взять, порадовать себя чуть-чуть.